Уже 2 года прошло, оказывается. Вот каждый должен задать себе этот вопрос. Тебе сколько лет? И что ты за всю свою жизнь сделал полезного? Вот что ты? Что ты смог к этому дню, ну, например, мне 42 года, да, построить на этой земле? Не только про дом или там, это тоже героизм. Молодец, если ты построил на своей земле там дом, да? Нет, что благого ты построил на этой земле? И если сегодня ночью придет к тебе в дом ангел смерти и заберет твою душу, что ты оставишь на этой земле, для этой земли после себя? Даже вот недавно, кого я читал, Глеб Архангельский, ну это такой специалист по тайм-драйву, управление временем. Мне интересна тема у него там такая эпитафия. Знаете, что такое эпитафия? Это надгробные эти тексты. Ну вот там шулай тыглай былай, там танашикой пишут же. И вот он там, хотя да, как бы немножко далеко, это у них от ислама. Вот он говорит, когда вы умрете, говорит, после себя какую эпитафию оставите? Вот, ну там жил, не тужил, и помер, и все, забыли его, да, вот, ну, там он несколько интересных моментов пишет, там как один из президентов Америки после себя написал, что он сделал в жизни то-то, 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 а даже не написал, что он был президентом Америки. Для него это было, ну неважно, понимаете, вот, поэтому, что мы оставляем после себя на этой земле, для этих людей, так ведь, и беда в том, что вот именно жалко нам молодость. Молодость, потому что это тот возраст в жизни человека, когда, субханаллах, Аллах дает ему силы. Аллах дает ему энергию, чтобы он строил как мирскую, так и вечную жизнь. Если кто-то из вас думает, что вот мне сегодня 40, я, конечно, пока погоняюсь за миром, поразвлекаюсь, но в 50, Аллах берса, я буду строить свою вечную жизнь, вы ошибаетесь. Потому что и мирскую, и вечную жизнь намного проще, эффективнее строить с молоду. Поэтому сподвижники, величайшие ученые из числа сподвижников, табигинов, атбарут табигинов, они именно вкладывались в молодежь, потому что сила в ком? В молодых людях. Если вы не забыли, у меня еще лекция была про важность молодости. Да, когда, не помню, субханаллах, Хасан аль-Басри, по-моему, когда собрал, вот этот величайший табигин, собрал своих учеников, посмотрел на них, они все сильные, мощные, молодые, энергичные, и он такой смотрит на них и говорит, я еще рассказывал вам, мы должны были запомнить это. Он такой смотрит, говорит, аля таштакуна бихури лаин. Неужели, говорит, вы не скучаете по гуриям, говорит, а гуриев-то надо заслужить, надо работать, надо пахать, трудиться. Поэтому вот очень важный аят про молодость. Суратуль Ахкаф, 15 аят. Дорогие братья, моя просьба, найдите тафсир этого аята. Ахкаф, Аль-Ахкаф, 15 аят. Всевышний говорит, хатта ида балага ашудда. Когда же человек достигает зрелости, зрелость, это уже все, вот, ашудда, то есть когда он сильный, зрелый, да, вабалага арбагайна сана, и достигает 40 лет. 40 лет в исламе это самый зрелый возраст дерева, который должен давать наибольшее количество полезных плодов. То есть за ним уже некий опыт жизненный, но еще с ним его здоровье, его сила, его энергия и так далее, и так далее. Вот поэтому Аллах говорит, когда же он достигнет зрелого возраста и достигнет 40 лет, каля, то он скажет, Рабби аузи'ани ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидей. О Аллах, дай мне возможность благодарить Тебя за ту милость, которую Ты мне даровал, и которую Ты даровал моим родителям. Ва ан а'маля салихан тардаху. И, о Аллах, помоги мне, дай мне помощь совершать те праведные деяния, которыми Ты будешь доволен.
ты будешь доволен. Тарда. Ва аслих ли фи зуррияти. И сделай для меня, моих потомков, моих детей, внуков и так далее, праведниками. Инни тубту илейк. О Аллах, я делаю тауба перед тобой, я раскаиваюсь, каюсь перед тобой. Ва инни миналь муслимин. И воистину я один из мусульман. Вот, то есть это зрелый мужчина, за которым уже некий жизненный опыт, да, шишки, царапины, он уже набил себе, вот. И впереди еще, иншаллах, если Аллах будет угодно, его сильная, энергичная жизнь. И вот мы должны спросить себя, дорогие братья, что мы успели сделать в своей жизни, что мы оставим своей умме, своей религии, своему народу, религии Аллаха после себя. И вот люди должны задуматься о жизни. Неужели вот эта огромная вселенная, да, со всеми мирами, мир звезд, галактик, мир гор, мир океанов, морей, мир животных, мир птиц, это можно сейчас бесконечно до азана, да, продолжать. Неужели вот это все, оно было создано только для того, чтобы вот эти маленькие человечки жили на этой земле и утоляли свою страсть и гонялись за мирскими наслаждениями? Неужели только все это ради этого создано? Поэтому Всевышний говорит: «Аллазина ядкуруна Аллаха кияман ва куудан ва аля джунубихим», и те, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на своих боках, «Ва ятафаккаруна фи халки самавати валь ард», и размышляют о сотворении небес и земли, они говорят: «Раббана ма халакта хада батиля». О Аллах, ты не создал все это понапрасну. То есть все это было создано с великим замыслом, с великой мудростью. Не для того, чтобы мы родились, дөньяны букладық та кеттік енді, все бітті. И ұмытылдық. Жоқ, не для этого. У нас великая миссия. И поэтому, дорогие братья, Аллах тот, кто оживляет мертвых. Поэтому мы должны просить у Аллаха, чтобы Он оживил наши сердца. Мы должны просить у Аллаха, особенно в Рамадан, в эти великие ночи, чтобы Аллах оживил сердца наших молодых братьев, сестер, чтобы Аллах внушил в их сердца любовь к иману, любовь к религии, чтобы Аллах дал нам возможность служить нам, нашей религии, истине, иншаллах. И вот давайте рассмотрим, не Аллаха, не бандага дейдік бетінде, в начале, да? Не Аллаху и не... То есть нет пользы ни Творцу, ни творениям. Вот давайте рассмотрим несколько качеств вот этих никчемных людей, бесполезных людей. Да? Первое качество – это их вялость и лень. То есть этот человек, он ничего не хочет, ему неохота. Он не хочет возлагать, брать на себя какую-либо ответственность. Особенно у братьев я слышу: да ладно, за это придется в судный день отвечать. Там был один человек во время табигинов, и он отказывался кушать фалюдач. Фалюдач, что это такое? То есть сладкая и вкусная еда, да, фалюдач. И когда к одному ученому пришли и сказали: вот мой, говорит, сосед не кушает фалюдач. И он спросил ученый: почему, говорит? А он говорит: если я съем этот фалюдач, то есть сладость это, я не смогу вернуть Аллаху шукрам. И он говорит: твой, говорит, сосед ахмак, он глупец, говорит, он даже за глоток чистой воды не сможет вернуть Аллаху. За все надо отвечать, дорогие братья. И поэтому иногда шайтан вот так играет, чтобы не брать на себя ответственность. Кто-то даже готов не жениться, там, не знаю, ему там шеф предлагает на работе: давай, вот у тебя опыт есть, это, давай расти. Не-не-не, мне ничего не надо, это все, там отвечать придется. Поэтому человек не хочет возлагать на себя ответственность, обязаны, даже если это касается его, может быть, личных интересов, может быть, это касается необходимых вопросов его жизни, например, знания. Человек учится в школе, ходит в школу, не учится. Он поступил в институт, не учится, хотя его знание кому нужно? Математика кому нужна? Учителю математики? Нет. Тебе нужна математика. Английский кому нужен? Учителю английского? Нет, тебе нужен английский.
или другие предметы. Так ведь? Поэтому вот даже то, что должно приносить нам пользу, вот она, здесь польза, да? Даже мы в этих делах проявляем вялость, лень и не берем на себя. У нас, если взять вопросы поклонения, вот мы сейчас говорим про признаки, да, вялость, лень. Куча проблем в вопросах поклонения. Куча проблем. Чтение Корана. Коран не хочет читать. На тахаджуд не хочет вставать. Что касается витра, так большинство ученых же сказали, что это сунна, можно и не читать. Это же у ханафитов ваджиб. Вот, то есть, он нашел причину не читать витр, например, да, это же не фарз. Оставляет те или иные сунны. Говорит, ну это же сунна, сунна раватиб, да. Понедельник проходит, четверг проходит, поста нет, арафа миновал, ашура. То есть вот именно вялость, лень в вопросах поклонения. Даже если взять намаз, дорогие братья, вот даже что касается фарзов, качество фарза. Вот, альхамдулилля, кто-то среди нас там 5 лет намаз читает, кто-то 10 лет. Но если посмотрите качество намаза, качество. Каков уровень смиренности в намазах. Тело-то пришло на намаз, а сердца где? За хафизом-то стоят у нас тела, но пока хафиз на руках не уходит, у нас где только сердце не побывало, да? И на рынке, и дома, и с женой, и с детьми. То есть надо работать над намазами. И вопрос лени в намазах, это очень серьезная проблема. Это признак кого? Лицемеров. Инналь мунафикина юхади'ун Аллаху ва хуа хади'ухум. Воистину лицемеры, они не обманывают, они пытаются обмануть Аллаха, но это Аллах обманывает их. Ва ида каму иля салати каму кусаля. И когда они встают на намаз, они встают лениво, нехотя. Если мусульманин не ждет время намаза, если мусульманин идет, заставляет себя, вот так берет себя за шкирку и читает намаз, потому что это фарз, да, это проблема. В его сердце есть проблема с иманом, дорогие братья. Поэтому идет на намаз, но идет нехотя. Он заставляет себя совершить этот намаз. А у кого-то встает вопрос, а совершать ли этот намаз? У кого-то встает вопрос, а совершить ли это намаз сразу после наступления времени, или же успеть до конца, то есть за полчаса, там быстро-быстро, да? А у кого-то встает вопрос, а совершить ли этот намаз дома, или же все-таки в мечеть сходить. То есть много проблем. И это же то же самое, что человек готов отдать ведро картошки, которую он все лето растил, да, за 100 рублей. А тут по соседству стоит клиент, который говорит, ты зачем за 100 рублей отдаешь ты картошку? Я готов у тебя купить его за 2700 рублей. Во сколько раз больше? 27 раз больше. Пророк это и есть джамагат намаз. То есть, если ты дома совершишь намаз, то это один аджр. Но Аллах тебе говорит, о мой раб, если ты тот же намаз совершишь не у себя дома, а у меня дома, я дам награду тебе, я заплачу тебе в 27 раз больше. Но это же Аллах торгуется с нами. Нет, понимаете, вот эта вялость, вот эта немощность наша, лень, мы не хотим. То же самое закат, садака, да? Человек, может быть, и расходует, но расходует, скрипя зубами. Опять какие-то 100 рублей там, или там 1000 рублей, ой, там 5000, вот хотел сюда, нет, пришлось отдать, уж там на ифтар собирали, там еще что-то, да. Или, например, что касается заката, да, он ищет пути, как обойти. Этому хазрату звонит, тому хазрату звонит, что-то с этими не получилось, наверное, третьему позвонил, да. Или как убавить количество, да, вот, хотя мы должны понимать, что та часть, которую мы должны дать как закат, это не наше имущество. Все, это чужое имущество, это не твое. Прошел год, это чужие деньги. Это деньги того неимущего, того нужда, это харам. Это не твои деньги. Если у тебя 100 тысяч лежали, ну, с нисабом, учитывая 450, да, Диня Назар это сказали. У тебя 1 000 000 лежит, все, из них 25 тысяч, да, брат, это не твои деньги, это харам. Быстро убирай их.
отдай кому надо. Поэтому в вопросах садака здесь то же самое. И, кстати, про садака тоже есть замечательный аят, где Всевышний говорит: وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. То есть тому, чтобы их садака, пожертвования были приняты, мешает только то, что они не веруют в Аллаха, в Его посланника. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى. И они совершают намаз только нехотя, лениво, и وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. И они расходуют только нехотя. То есть они расходуют, надо закат отдать, уж ну куда сейчас, давай вот, но они не хотят. Вот это как раз признак вот этих людей. И намаз, и закат, лень вот в этих делах. И, дорогие братья, почему я об этом говорю? Если человек не может, не в состоянии навести порядок в своих первостепенных обязанностях, то как он может служить своей умме, когда он со своими намазами не может разобраться? Он не может разобраться в своем закате. То есть вот его в этих прямых обязанностях, если он не может навести порядок, как он будет служить умме? Как он может исправить положение уммы, если он у себя не может навести порядок? Вот поэтому, дорогие братья, вот эта проблема, вялость, лень, это наша беда. Это наша беда. И лень и бездействие, они разрушают человека. Они разрушают. Имам Аш-Шафи'и, рахимахуллах, говорил: я видел, как стоячая вода портилась. Вода, когда стоит, она что делает? Покрывается пеленой, появляется запах, и вода что делает? Вода портится. Но как только, имам Шафи'и говорит, она затечет, то есть появится движение, харакат, вода очищается, и пока не потечет, она никогда не очистится. Поэтому харакат-та баракат, что это означает? Помощь Аллаха в движении. Когда человек ничего не делает, ничем не занят, это разрушает природу человека. Это разрушает человека. Поэтому даже сказка такая была, да? Помните про лопату? Зимой у лопаты не было дела, от грусти она заржавела. Да? Помните? Весной огород она стала копать и заблестела опять. Вот, поэтому Абдулла ибн Мас'уд, я, кстати, приводил это слова, замечательные слова. Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анху, говорил: я ненавижу человека, который не занят делом. Ни делом мирским, ни делом ахирата. Поэтому мусульманин всегда должен быть занят. Он или занят дунья, без дунья никак, дорогие братья. Валя тансау насибакум минат дунья. Не забывайте свой удел в дунья. Мы должны служить своим семьям, мы должны обеспечивать жену, детей и так далее, и так далее. Так ведь? Мы должны закат выплачивать, то есть, и дунья. Или же ахира. Если или не дунья, тогда у тебя должен быть Коран, насихат, зикр, тасбих, намаз и так далее, и так далее. Вот это, дорогие братья, первая вялость. У нас еще 8 минут. Вторая проблема – это когда человек довольствуется чем-то низким, малым, когда он может сделать лучше, когда он может сделать больше. Вот, дорогие братья, если посмотреть умму, в нашей молодежи очень много полезного. Очень много энергии, очень много сил и возможностей. Но болезнь дает о себе знать. Так ведь? Болезнь дает о себе знать. А ведь религия Аллаха учит нас всегда стремиться к наилучшему. Не просто к хорошему, а к наилучшему. Аллах в Коране говорит: «Валлазина якулуна раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина куррата а'юн вадж'альна лилмуттакина имама». То есть Аллах, описывая верующих, говорит: они говорят: «О Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках», то есть дай нам быть счастливыми
виде своих супругов, супруг, детей, так ведь. И сделай нас примером для кого? Для богобоязненных. Аллах не говорит, они говорят, сделай нас из числа богобоязненных, а именно примерами для богобоязни. Вот почитайте тафсир, машаллах, это замечательный аят. Аллах призывает нас не просто быть богобоязненными, Аллах призывает в этом аяте, чтобы мы были примером для самых лучших. У кого берут пример? У того, кто лучше, так ведь? Поэтому мы должны быть примером для богобоязненных. Это очень важно. Очень важно. И посмотрите, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, воспитывал нас, воспитывал свою умму. Он говорил: «Ва-ида саальтумуллаха фас'алуху аль-фирдаус аль-а'ля». Если вы будете просить у Аллаха рая, то просите у него фирдаус. То есть не просто просите рай, а просите самую высшую степень рая. «Фаиннаху васатуль джанна, а'ляль джанна». Воистину фирдаус — это есть середина рая, и это самая высшая степень рая. За фирдаусом уже что? Аршур Рахман, трон Аллаха. Все. Вот если вы просите у Аллаха, будете просить рая, то просите фирдаус. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он не говорит, вы можете просто ухватиться за рай и спастись от ада. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, призывает нас, чтобы мы ставили себе наивысшую цель. Чтобы мы стремились не просто где-то, ну ладно, к нам найдут, наверное, уголочек какой-нибудь в раю, где-нибудь там, как мне один брат говорит, «Бірер изгінің қызметшісі болса да болып шулай». То есть мне бы хотя бы там слугой там, какого-нибудь праведника там побыть. Я говорю: субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, учит тебя, чтобы ты просил у Аллаха фирдаус аль-а'ля, самую высшую степень фирдауса. И, конечно же, когда ты просишь у Аллаха фирдаус аль-а'ля, что это означает? Аллахумма инна нас'алюка аль-джанната ва ма қарраба илейха мин каулин ва амаль. Другой дуа пророка, как говорится: о Аллах, дай нам рай и дай нам те дела и слова, которые будут приближать нас к раю. Если ты просишь у Аллаха фирдаус аль-а'ля, значит ты просишь у Аллаха таких намазов, которые будут причиной того, что ты будешь фирдаус аль-а'ля. Таких дел, благодеяний, такой богобоязненности. Это очень важно, дорогие братья. Какую цель ты себе поставишь, иншаллах. Вот даже вот если в мирских делах посмотреть, сегодня вот бизнес-структура, предприниматели, они нанимают себе там бизнес-коучеров, да, там тренеров бизнес, ну, чтобы там личностный рост, ТГС, там Тони Робинслар всякие, ну, это мировые, российский Гандапас. Я не говорю, что это плохо. Например, вот я 2 книги прочитал Гандапаса, я много полезного взял. Я не говорю, что это все плохо, да, но, дорогие братья, мусульманин ежедневно воспитывается книгой Аллаха и сунной его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха за 23 года перевернул историю всего мира, всего человечества. Вот кому за 40? Рука, быстро руки. Мне. За 70. Ну, за 70. Не, а кому за 40? Вот они были пионерами, мы были пионерами, октябрятами, да. Вот в школе, братья, валлахи, нас учили не просто почитать Ленин Бабайна, нас учили поклоняться ему. Нас учили поклоняться ему. Ленин жил, Ленин жив, Ленин вечно будет жить. Даже 100 лет не прошло. Кому меньше 40, многие даже не знают, кто это такой Ленин. На Баумана корреспонденты спрашивают 22 апреля, ну кому за 40, они знают, это был самый праздник, да? Вот, они спрашивают: а вы знаете, чей сегодня день рождения? Они не знают, студенты. И такой корреспондент говорит: сегодня, говорит, Ленина день рождения. А вы знаете, кто такой Ленин? Один говорит: ну, артист, по-моему, какой-то там. Ну, наверное, путает с кем-то, да? Понимаете? Все. Человек, которому поклонялись, божество, его нет. Посланник Аллаха 1500 лет назад, почти уж будем округленно, покинул эту землю. И чем дальше, тем его влияние на народы, на нации все больше и больше, да? Просто вот когда я готовил этот вагаз, я даже не знал об этом. Потом я только вспомнил, где-то я про это читал. Я просто в Гугле написал: самый влиятельный человек в истории человечества. И мне Google говорит: пророк Мухаммад. Я думал, это так просто, мой компьютер так, ну так немножко, да. Потом я начал изучать, это вообще не мусульманские ученые выяснили. Самый влиятельный человек до сих пор
в истории человечества, это пророк Мухаммад. И мы его умма, дорогие братья. И он учит нас, чтобы мы всегда ставили себе высшие цели, а не довольствовались там чем-то низким. Да? Вот просто у нас осталось очень мало времени, я просто один хадис хочу, историю. Этот хадис сборник имама Аль-Хакима, Мустадрак Аль-Хаким, который передал нам Абу Муса Аль-Аш'ари. Машаллах, такой замечательный хадис, попробуйте, постарайтесь запомнить его. Абу Муса Аль-Аш'ари, ради Аллаху анху, рассказывает, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по дороге навестил одного бедуина. Бедуин, который жил у себя в пустыне, довольствовался тем, что у него есть, у него были коровы, там еще что-то может быть, да. И бедуин оказал пророку гостеприимство, машаллах. Он был искренним, уважил своего гостя, и уходя, покидая этого бедуина, пророк, представьте себе, посланник Аллаха посмотрел на него и сказал: проси, что ты хочешь. Вот представьте себе, пророк Аллаха, Мухаммад саллаллаху, и говорит: проси, что ты хочешь. И этот бедуин посмотрел на него и сказал: я Расуль Аллах, я бы хотел верблюдицу со снаряжением и овец, которых доили бы мои домашние. Он попросил скотину у того, кто был ниспослан милостью для всех миров. Вот представьте, у него появился шанс, самый любимый творение, создание Аллаха, спросил у него: что ты хочешь, скажи, я сейчас дуа сделаю. И он говорит: дай мне верблюда и овец. И пророк саллаллаху посмотрел на него и сказал: ты даже не смог поступить так, как поступила дряхлая старушка из народа Мусы алейхиссалям, Израиля. И сподвижники тогда спросили: я Расул, им интересно стало, я Расул, а что за старушка? Аджуза, старая дряхлая старуха. И посланник Аллаха саллаллаху начал рассказывать: пророк Муса решил пойти в путь с сынами Израиля, но в дороге сбился с пути. Тогда ученые из сынов Израиля сказали пророку Мусе: мы сообщаем тебе, о Муса, что пророк Юсуф именем Аллаха взял с нас обещание, что мы не покинем землю Египта, пока не возьмем его останки с собой. Поняли, да? То есть пророк Муса обратился к ученым, ученые сказали: у нас обещание есть, которое мы Юсуфу дали. Мы не покинем землю Египта, пока не заберем его останки с собой. Все, что делать? Муса спрашивает: а где находятся его могилы, чтобы забрать останки Юсуфа? И тогда они сказали: его местонахождение не знает никто из этого народа, кроме одной старушки, старой старушки, да, дряхлой старушки. А что делать? Муса отправил людей за ней. Ее привели к нему, и Муса, алейхиссалям, он же пророк, обращается. И эта старуха, она была такой старой, знаете, вот даже мяса уже не было. То есть уже кожа ее была на костях. Все, она уже вот-вот умрет. Но Аллах шикр, Аллах мудрый, она дожила до этого дня. Ее вот так приводят еле-еле к пророку Муса, и Муса спрашивает: покажи, говорит, где могила Юсуфа. И знаете, как она ответила? Она сказала: клянусь Аллахом, я не покажу тебе, где находится могила, пока ты не выполнишь мою просьбу. У меня к тебе условия есть. Она торгуется. С кем? С пророком Муса, алейхиссалям. И Муса спросил: что за просьба, скажи, ему надо вопрос решить. Взять останки и уйти, покинуть землю. А старушка прекрасно это понимала, что Мусе надо решить вопрос. Так ведь? И знаете, что сказала старушка? Вот эта дряхлая старушка, которая вот-вот сейчас умрет, ей ничего не надо. Она говорит: я хочу быть в раю с тобой. С тобой. В раю. Рядом с тобой. На одном положении. И пророк Муса, пророк саллаллаху говорит: ну это дерзость, так ведь? Ну как вот так? И пророку Мусе это не понравилось. Ему не понравилось, но Аллах приказал ему: дай ей то, что она просит. И он попросил у Аллаха, чтобы она была на его уровне в раю. Вот поэтому, когда пророк Мухаммад обратился к этому бедуину и сказал ему: проси. Он сказал: дай мне верблюда и овец, чтобы мы их доили, да?
Он сказал: да ты даже не смог попросить, как попросила дряхлая старуха у пророка Мусы. Поэтому, дорогие братья, надо просить. Надо просить больше, и надо идти к большему. И тогда, альхамдулилля, как говорят, дорогу осилит идущий. Аллах, альхамдулилля, Он даст нам помощь. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Низкие цели. То есть они выбирают вот самый низкий уровень. Хотя, как мы с вами говорили, и книга Аллаха, и сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, учит нас всегда ставить себе наивысшие цели. Поэтому даже когда мы просим у Аллаха рая, мы должны просить самую высшую степень рая. Это фирдаус. Это фирдаус. И мы с вами завершили лекцию с хадисом, который приводит Аль-Хаким от Абу Муса Аль-Аш'ари. Когда бедуин, когда Аллах дал ему огромную возможность, огромное счастье, когда посланник Аллаха спросил у него: проси, что ты хочешь, да, он попросил какого-то верблюда и каких-то баранов, овец, да, и пророк саллаллаху алейхи ва саллям очень удивился его желанием, его целям в жизни, да, и сказал, что даже дряхлая старушка, которая вот-вот умрет от старости, да, даже она попросила у Муса алейхиссалям намного больше. Она попросила не просто быть в раю, где-то ухватиться, найти свое место в раю. Она попросила: я хочу быть с тобой в раю, да? То есть с Муса алейхиссалям. И вот также можно привести некоторые картинки, случаи из жизни сподвижников. Так ведь, ради Аллаху анхум. И на самом деле вот самое лучшее поколение мусульман, это пример для каждого из нас, это сподвижники. И даже среди сподвижников, понимаете, были превосходства. Вот один был лучше другого в чем-то. Например, кто-то был более знающий. Ну, например, Абдулла ибн Мас'уд, ради Аллаху анху. Это был ученый муж среди сподвижников. Абдулла ибн Мас'уд, по-моему, во время табигинов, он не мог спокойно идти в мечеть. Потому что когда он выходил в мечеть, на крыльце уже стояли табигины. Они не в мечеть шли, а к нему домой шли, чтобы вместе с ним в мечеть пойти. И по дороге что-то у него взять. Потому что это были ученые среди сподвижников. Были сподвижники, которые были лучше, например, в садака, в трате на пути Аллаха. Аллах им давал, и они давали очень много. Ну, Абдурахман ибн Ауф, кто еще? Тальха, который, Байруха, да? Который подарил свой сад пророку, пророк сказал: подари это, раздай своим родным, так ведь они раздавали. Были сподвижники, которые были лучше, может быть, в поклонениях, тот же Абу Дарда. Он не был самым богатым, но машаллах, он выстаивал ночные намазы, он был аскетом, и это был лучший в этом. Да? И мы знаем с вами таких сподвижников, которые были лучшими во всем. Как, например, Абу Бакр, ради Аллаху. Сахих Муслим, в достоверном сборнике имама Муслима передается хадис пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда собрались люди, он обратился к ним и спросил: кто из вас сегодня постится? Абу Бакр говорит: я. А кто из вас сегодня накормил бедного? Абу Бакр говорит: я. А кто из вас сегодня посетил больного? Абу Бакр говорит: я. А кто из вас сегодня участвовал в джиназа своего брата? Абу Бакр говорит: я. Он везде был. Он везде успевал. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: поистине, в ком соберутся вот эти 4 дела, он войдет в рай. Другой хадис. Абу Хурайра. Вот Абу Хурайра. Он не был богатым, но столько хадисов, сколько передал он, никто не смог передать. Аллах дал ему баракат, возможность. Имам Аль-Бухари и Муслим передает хадис,
что Абу Хурайра, ради Аллаху анху, сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто потратит две вещи на пути Аллаха, то в судный день его призовут из врат рая и скажут: о раб Аллаха, это благо. Пророк саллаллаху продолжает: и те, кто совершал намазы, то есть были лучшими в намазе, в судный день их призовут из врат намаза. То есть рай, в раю много дверей. И есть двери намаза. И те, которые были лучше, чем другие в намазе, их призовут через эту дверь. Есть врата поста, раян. Кто был лучше в постах, их призовут через эту дверь. Будут врата ас-садака. Кто будет лучше в садака, в закате, их призовут через эту дверь. Кто был лучше в джихаде, его призовут через эту дверь джихада. И вот хадис, возвращаемся. И те, кто совершал намазы, призовут из врат намаза. Те, кто принимали участие в джихаде, их призовут из врат джихада. Те, кто были лучшими в посте, их призовут из врат ар-раян. И пророк саллаллаху говорит: и те, кто давали, раздавали, тратили на пути Аллаха садака, их призовут из врат садака. И когда посланник Аллаха завершил эти слова, Абу Бакр сказал: да станут отец мой и мать выкупом за тебя, я Расуль Аллах. Эти люди ни в чем не будут нуждаться те, кого призовут из этих врат. То есть, если из этих врат кого-то призовут, все, они в раю, они больше ни в чем не нуждаются. Но найдутся ли такие, кого в судный день начнут призывать из всех врат рая? То есть, будут ли такие рабы у Аллаха в судный день, чтобы перед ними открыли все эти врата? Ангелы выходят с этого: ты сюда, тебе сюда надо. Ты же лучше всех был в молитвах, а здесь откроют врата ар-раян. Нет, нет, ты сюда. Найдутся ли такие, которых будут призывать из всех врат рая? Пророк саллаллаху сказал: да, найдутся. И я надеюсь, что ты будешь из них. Я надеюсь, что ты будешь из них. Потому что он был лучшим во всем. Он стремился быть лучшим во всем. И мы знаем, как они соревновались с Умаром. И каждый раз Умар, когда собрал все свои силы, все свои возможности, чтобы здесь, сегодня обогнать его, он понимал, что этого человека невозможно обойти. Невозможно быть лучше него. Поэтому, это был Абу Бакр, ради Аллаху анху. Поэтому, дорогие братья, что нужно сделать, что нужно делать для того, чтобы не быть ни в чем никчемным, бесполезным человеком? Несомненно, человек должен приобретать знания. Поиск знаний – это фарз для нас. Так же, как мы совершаем пятикратный намаз. На нас возложена обязанность всегда изучать нашу религию. Изучать религию, дорогие братья, системно. Очень многие братья заблуждаются, когда они просто где-то в ютубе, где-то что-то послушают, да, какого-то шейха, да, и думают, что они знания берут. Вот я просто одного брата спрашиваю, я говорю: машаллах, ты сколько лет в мечеть нашу ходишь, ты в мадраса ходишь, знания берешь? Да. Я говорю: где берешь? Вот у такого шейха в ютубе. Я говорю: а ты знаешь, в чем разница между мед муттасил и мед мунфасил? Он там Адабуль Муфрат проходит сейчас с каким-то шейхом, там, иншаллах, скоро закончится, 3 урока осталось, все там. Я говорю: а ты можешь различить вот мед муттасил, мед мунфасил? Он вообще не понял, о чем я говорю. Это же элементарные правила чтения Корана. Я говорю: брат, а ты знаешь, сколько там макрухатус саля, что порицается во время намаза, муфсидатус саля? Он это где-то слышал, но это не читал. Я говорю: брат, системное приобретение знаний — это когда ты берешь, как первоклассник, берешь ручку, тетрадь и идешь за парту в мечеть. Просто элементарно пройти вот эти начальные знания. Потом, иншаллах, Ядабуль Муфрат и там другие большие знания возьмешь. Но
человек должен знать элементарно свою религию. Она системно должна быть. Это сделает нас полезными, иншаллах. Также, дорогие братья, очень полезно общаться и больше быть ближе к обладателям великих целей. Нужно искать того, кто сильнее тебя. Нужно искать и быть ближе тем, которые знают больше тебя, которые богобоязненнее больше, чем ты, которые умнее тебя. И не надо искать каких-то грешников, беспечных, чтобы чувствовать себя там ангелом среди них, да? Ой, там тут все матерятся, только я такой, да? Или там не надо искать глупцов, чтобы среди них показаться там умным, да? То есть мусульманин всегда должен искать тех, которые лучше него. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Аль-мар'у аля дини халилихи. Человек будет пребывать на пути того, кого он любит. Поэтому пусть каждый посмотрит, с кем он дружит и кого он любит. Поэтому нужно быть ближе к знающим. Нужно быть ближе к ученым. Нужно искать их, нужно находить. Вот когда в Казань братья переезжают или хотят переехать, когда они ко мне заходят, я говорю, несколько вопросов. Первый, где ты будешь на намаз ходить? Они не знают. Он нашел какую-то выгодную работу, где ему хорошо будут платить. Разве в этом только радость и счастье? Я говорю, ты даже когда выбираешь город, выбираешь район, улицу, дом, вопрос, ты куда будешь на джамагат ходить? Ты куда будешь на джумга ходить? Куда на уроки с тетрадкой будешь ходить и будешь различать потом, иншаллах, матмуттасил и матмунфасил, и в чем у них разница, да? Куда, говорю, жена твоя будет ходить и с кем она будет общаться? Дети твои куда, в какой мадресе будут? Вот эти вопросы, да, найдите ответ на эти вопросы. Поэтому мы должны ближе к знающим, и они сделают нас лучше, иншаллах. Даже во время сподвижники сами были и шли ближе к самым лучшим, Абу Бакр, Умар. И как учили сурам своих детей, они рассказывали про Абу Бакра, про Умара, потому что это были лучшие, они делали нас лучше. Также, дорогие братья, нужно соревноваться в благих делах. Не просто их совершать, а сделать так, чтобы ты был лучше в этом деле. Если ты видишь, как брат совершает какое-то дело, ты сделай все, чтобы ты сделал лучше него. Поэтому и в этом соревнуются соревнующие. Нужно соревноваться в благих делах, как соревновались Абу Бакр и Умар. Это очень важно, дорогие братья, и надо делать дуа. Если не будет милости Аллаха, то мы не сможем измениться. И вот это касается, вот то, о чем мы с вами говорили, это касается и дунья, и ахира. Если мы там будем просить у Аллаха фирдаусуль а'ля, и здесь, когда мы что-то делаем, надо сделать так, чтобы ты сделал это наилучшим образом, дорогие братья. Даже вот в быту. Когда я в Нижнекамске работал, надо было зимнюю кухню сделать. Зимнюю кухню надо было делать. А там надо было окна поставить и вот эти, как там, откосы. И ко мне приходит завхоз и говорит, Хазрат, говорит, вот есть брат, который, говорит, там где-то учится, там, в Египте, ему надо деньги заработать, вот он просит работу. Я говорю, а он умеет это делать? Я спросил, он умеет. Я говорю, пускай сделает. На следующий день я хожу, там, смотрю, там, все криво, короче. Я говорю, это он сделал, да? Я говорю, ты позвони ему и спроси, а он мог это прямо сделать? Он ему звонит и говорит, ты мог это? Да, говорит, мог. Я говорю, пусть придет, разберет и заново сделает. И когда я у него спросил, я говорю, а почему ты сразу прямо не мог сделать это? Он даже не смог ответить. То есть, если ты взялся, сделай хорошо. Какой-то в деревенской мечети делаем отопление, братья говорят, все, мы сделаем, бисмилля. Там, за очень дешевую цену. Ладно, все, договорились, прихожу. Но это не, они про систему отопления вообще ничего не знают. Они просто пайщики. Они купили утюг в Леруа, и они паят. Вот они знают, как поить, все. Они не знают движения воды, вот этой циркуляции, как это все подсоединять. Они об этом. Я говорю, брат, ты меня извини, говорю, брат, я лучше джахилем буду платить. Зато я буду спокойно спать, что в этой мечети бабай не замерзнет, что там все будет нормально. Я говорю, брат, вот ты открой YouTube канал. YouTube есть у тебя, говорю? Открой. И напиши, как правильно провести, там, не знаю, отопление.
Я говорю, посиди 3 часа, и ты сам поймешь, что ты неправильно все делаешь. Я как хазрат, я готов до утра посидеть, да, как кьям. Я готов изучить это, но так нельзя делать. В хадисе как говорится, не найдет себе место в раю тот, или пусть приготовит свое место в аду тот, который говорит, что у меня есть то, чего у него нет. Кровельчику говоришь, брат, ты можешь в мечети кровель? Конечно могу. А через год у нас проблемы. Потому что специалист приходит, он говорит, кто вам сделал эту кровлю? Это брат сделал? Нельзя так делать. Это во всем у нас проблема, у нас все, беда во всем, братья. Мусульманин, он должен изучать, даже вот в элементарных вот в этих откосах. Вот Абы, я его так люблю, он сам баню не любит, но он построил баню для нас. Я спросил, я говорю, он строитель? Он такую баню построил в одном районе. Когда на Вагас я туда еду, они меня в эту баню приглашают. Машалла, я говорю, ты же сам не любишь баню. Это я, говорит, для вас, для братьев сделал. Он такую отстроил, но он строитель. Но у него веники, знаете, если я скажу, они плохие, это слишком мягко. Этими вениками не то что париться. Вот это просто пример, чтобы вы поняли, что я баню люблю. Нет. Вы поняли, вот о чем я? Я Абыга говорю, я его люблю, у меня отношения позволяют. Я говорю, Абы, я говорю, с этими вениками даже подметать нельзя, не то что париться. Но я, говорит, не разбираюсь, я пошел в лес, набрал, говорит, и вот сделал. Я говорю, Абы, зайди в YouTube и напиши, как правильно сделать веники. Ты через полчаса поймешь, что ты все неправильно сделал. Или если тебе лениво, у тебя деньги есть, возьми то Иван Петровича купи, и все. Зато вот ты 99% все сделал, и этими вениками ты все погубил. Я не прав? Вот это элементарные вещи. Даже дома женщины, понимаете, 5 лет она готовит любимому мужу губадию, и муж ее обманывает 5 лет, что это очень вкусно. Не всегда так, братья, я понимаю. Но есть такие, как один брат говорит, я как раз в Нижнекамске рассказал Вагаз, что жену можно обмануть в том случае, например, ты там вот лучше всех готовишь, да. Я, говорит, прихожу домой, через 2-3 дня там она пирог приготовила. Я такой кушаю, жена говорит, темным, вкусно. Я молчу. Она такая смотрит на меня и говорит, Юсуф Хазрат сказал, что можно обмануть. Что темное, что вкусно. То же самое. Но она сколько лет готовит губадью для мужа? Субханаллах. Зайди в YouTube. Нет, а что, я не прав, что ли? А кто скажет все? Да вот я, пожалуйста, дайте мне замечание. Там все есть. Вот просто элементарно. Купи книгу по кулинарии, сделай ты эту губадью наилучшим образом, чтобы он в одном кафе не видел. Чтобы он говорил, нет, у моей жены все лучше. Понимаете? И чтобы не обманывал еще. Поэтому вот просто это элементарно суп приготовить, балеш приготовить, что-то еще. Вот, дорогие братья, это же, вот я сегодня, да, даже, я не знаю, я даже рыбу не чищу, пока в YouTube не зайду. Оказывается, там получше это можно сделать. Рыбу, вот все элементарно, вот надо делать лучше. Понимаете, веники будут, у тебя должны быть лучшие веники. Ты что-то делаешь, сделай это наилучше. Приготовишь для братьев. Вот пришли братья, да, но не то он приготовил. А это же можно было просто почитать, кому-то позвонить. Слушай, вот как вот это приготовить? Я сам звоню, не проблема. Поэтому надо научиться, дорогие братья, делать все не то, что хорошо, а наилучшим образом. Вот это должен быть нашим девизом в жизни. Не то, что вот, а ты мог это прямо скрутить, там, закрутить, да, откос? Мог. Сделай, брат, покажи, что ты можешь. Вот у нас во всем эта проблема. Бізге ярамаған тағын енді бізге, да. Так нельзя делать. И вот это у нас проблема и в намазе, и в постах, и в хаджи, и в закате, и в садака. Везде это проблема. И надо это решать, дорогие братья. Мы должны быть лучшими. Должны быть лучшими не те, которые день и ночь гандапасы слушают, или за $1500 одну лекцию Тони Роббинса там посещают. Должны быть лучшими те, которые самого лучшего в истории человечества учителя слушают, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Лучшую книгу, куда Аллах собрал содержание всех небесных книг, Аллах собрал в Коране. Вот это должно нас
воспитывать и делать нас лучше. Хотя я, дорогие братья, не лучший из вас, я сразу скажу. Но все мы должны стараться, иншаллах. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.